Я занимаюсь, ну вот в день выступления будет второй месяц, я до этого занимался сильным хоккеем. Вот, предложили поучаствовать, и с тех пор начались ежедневные тренировки, иногда и утренние, иногда и вечерние, по много часов в день, и на льду, и в зале, и совсем. Было сложно переключаться с хоккейных на фигурные, да, потому что зубчики, тут совсем другое ребро, нельзя там наклоняться, потому что в хоккее привыкли же кататься сгорбившись, а тут есть, получается, зубчики, которые тебе не позволяют этого делать. С чем вы будете выступать? Crazy Town, Butterfly песня. Программа у меня, ну, по золоту, получается, по разряду 5 прыжков и одно вращение будет. Мне 35 лет, я выступаю за женщин. Моя программа – это смесь Моцарта, Лакримоса и Лолиты Милявской и Раневской, потому что треки очень похожи. В общем, образ такой под актрису, которая снимает маски, играет, потом живет, вот как-то так. Как долго вы занимаетесь фигурным катанием? Ну, около 12 лет я прям катаюсь. Какие вот элементы вы можете назвать своими коронными, или какие вам даются вот труднее всего? Труднее всего, но скорее всего это больше то, что уже возраст все-таки за 30, прыжки двойные, конечно, да. Коронные вращения и программы. Программы я ставлю сама. Я участвовала в спартакиаде 8 лет тому назад. Фигурное катание, к сожалению, почему-то не каждый раз ставят, как хоккей или там шорт-трек. Фигурное катание ставят редко. Ну, достижения, собственно, ту спартакиаду я выиграла по женщинам. Поэтому посмотрим, как здесь сложится. Я начал заниматься с 4 лет, я уже 9 лет занимаюсь. А чем тебе нравится этот вид спорта? Но мне он нравится тем, что прикольно ездить на коньках и прыгать разные прыжки, вращаться. А что ты умеешь? Ну, разные вращения, прыжки. Так, расскажи, пожалуйста, вот на каких соревнованиях ты раньше участвовал? Ну, на обычных соревнованиях там в городе Якутске, на спартакиаде в Красноярске, в городе Мирном, в Улан-Удэ, тоже на соревнованиях. Ну и все. А получалось призовые места получать? Да, у меня где-то 8 первых мест и где-то 6 вторых. А какой настрой сейчас вот перед зимней спартакиадой? Настрой хороший, подготовленный. Я впервые тут участвую, и мы занимаемся с моей подругой Алей уже как 2 недели. Вот, и мы пытаемся сделать сложные трюки, но пока что не получается. Вот, на спартакиаде мы впервые участвуем, и немножко есть такие чувства, когда типа могу забыть, могу упасть, но мы не расстраиваемся, когда мы падаем и поднимаемся заново и делаем все сначала. Расскажи, пожалуйста, вот, что тебе больше всего понравилось вот за эти 2 недели? Ну, мне понравилось, как вставили программу и как на льду кататься, потому что я по телеку видела, как они по фигурному катанию катаются, и тоже хотела. Вот, когда на спартакиаду меня приглашали, я согласилась, и сейчас вот стою на льду. Мы обращаем внимание, конечно,
за представлением. Насколько красиво спортсмен выступает, как точно передает образ своей музыки, насколько костюм соответствует образу. На это тоже будет очень много внимания уделяться судьям. Ребята встали на коньки, ну, любительски, конечно, они всегда катаются, да, но вот так вот профессионально с постановкой программы только сейчас. И за 2